Сколько в целом у вас времени уходит на это? Ну, недели две или больше. Фелхар — так называется очередной ковер, за который берется Джанетта Калоева. Девушка уже несколько месяцев занимается стачиванием частей войлока и за относительно небольшое время заслужила признание наставников. Среди тех, кто полноценно отдается делу, и Ася Абдурзакова. Она обрамляет ковры белой ниткой. Изящность ковров во многом зависит от ее руки. Я должна покрыть вот идущую строчку, чтобы это было, так сказать, художественно, декоративно оформлено. Это помогает, знаете, эмоциональному восприятию. Это помогает как-то успокоить свои нервы, как-то другими глазами посмотреть на этот мир, потому что вот эта красота, она в каком-то смысле тебя и облагораживает, она тебе дает какое-то внутреннее спокойствие, внутреннюю красоту. Ася обрамлением занимается и дома, только под музыку. Для человека музыкального это совсем не странно. Только вот удивительно, что с каждым ковром у нее ассоциируются разные композиции и исполнители. Есть одни ковры, которые я люблю шить, допустим, под музыку Шопена, Баха. А вот, например, вот если взять вот эту расцветку, ну, я бы, например, взяла бы музыку Штрауса, вальс. И это не первый творческий человек, который находит вдохновение в национальных коврах. А Зейнаб вспоминает, как с ней делилась народная артистка Ингушетии Рая Евлоева о том, что на постановку азербайджанского танца ее впервые вдохновили именно азербайджанские ковры. А вот Лида Картоева – профессиональная швея, работы и так хватает. Тем не менее, вызвалась поучаствовать в возрождении ингушской традиции. Она тоже занимается обрамлением войлока. Ей, конечно, обкатка дается легко. Признается, получает удовольствие, придавая эстетичность своим работам. Работаю 3-4 часа в день. Ну, где-то за неделю, наверное, один ковер собираю. А от размера ковра это зависит? Да, конечно. Бывают маленькие части, бывают большие части, бывают средние разные. Здесь представительницы разных возрастов. Все эти мастерицы приезжают со всех уголков республики. В изготовлении ковров у каждого своя задача. Кто-то готовит шерсть, одни выводят орнаменты, занимаются валянием, другие стачивают и обрамляют. Все процессы проходят под чутким взором доктора исторических наук, этнографа и мастера войлочного искусства Зейнаб Зараховой. Изучению войлочного мастерства она посвятила около 15 лет. Это ремесло является одним из древнейших искусств ингушей. В 2018-м на базе Дома народного творчества Зейнаб открыла мастерскую. С тех пор выпустила более 20 мастериц. И свою команду по сегодняшний день с удовольствием принимает любого желающего. Это вот какой-то стимул и для работы своей научной. А тема научной работы у меня сегодня декоративно-прикладное искусство ингушей. И, естественно, не только ковроделие, но и разных видов, которые связаны с историей, с культурой, с миропониманием народа. Образы, которые прошли через века и сегодня еще нам понятны и близки. Вы не думаете в будущем получать от этого еще и материальную выгоду? Я пока не ставила перед собой такую цель. Вообще люди научного направления, научного труда, да и творческого, у них в первую очередь вдохновение, а материальное это уже где-то там далеко, на втором плане. Первый истинг Зейнаб собрала в 2015 году. Он сегодня представлен и на этой выставке. Всего здесь 12 ковров, которые общими усилиями смастерили воспитанницы мастерской Зейнаб. Все они несут определенный смысл. Справа представлены горские, слева равнинные. Зейнаб отмечает, у каждого свой характер. И глядя на них, ощущаешь всю грацию, гордость и особенность нации. Посмотрите на такой жесткий характер ковров все-таки горной части Ингушетии. Вот самый крайний, если вы посмотрите, ковер, который был увезен некогда мухаджирами в Турцию, он такой конкретно с характером, очень таким жестким характером. Притом там очень древние символы, и луна, и звезды, и те, которые пришли к нам из далекой древности. Изготавливаются они из натуральной шерсти. Процесс не самый быстрый. Сначала ее нужно хорошенько обработать. С самого детства особую любовь к шерсти испытывает и Клара Евкурова. Признается, что впервые о Зейнаб услышала на одной из выставок. С тех пор искала ее мастерскую. Сегодня с удовольствием и с трепетом посвящает себя обработке шерсти, а свободное время занимается соединением частей ковра. Мы перебираем ее, чистую сортируем, черную в одну сторону, посветлее в другую сторону, белую отдельно, бывает и серая шерсть тоже отдельно. Все сортируем,
стираем, подготавливаем. А сам процесс обработки шерсти проходит в подвальном помещении. Здесь же занимаются и выведением орнаментов. Сначала я должна обрисовать именно вот этот орнамент, то есть у меня есть четвертушка внутренней части. Эту четвертушку я должна переложить на вторую часть и также обрисовать. После того, как я уже обрисую полностью весь внутренний орнамент, я должна измерить все линейкой, то есть если у меня правильно, неправильно, должна исправить все это. И после этого я уже должна кроить, то есть вырезать этот орнамент. По словам Зейнаб Дзараховой, самое тяжелое – это покраска. Этим занимается отдельный человек. Особенно трудно дается зеленый цвет. В самые древние времена войлоки бывали однотонными. Со временем их стали орнаментировать, используя натуральные цвета шерсти – белый, серый, коричневый, черный. Позже войлоки стали красить в синие, зеленые, красные, оранжевые и желтые цвета. Орнаментированный войлочный ковер называли по-разному – хеттаферт и истинг. И разницы в них никакой нет. Просто истин, как правило, дарили женщинам, а хеттаферт – мужчинам. Кстати, Зейнаб рассказывает, что древняя традиция начала возрождаться. В старину ингушские девушки в приданое с собой брали ковры, изготовленные собственными руками, в том числе и тот, который преподносит свекру. Дарить-то их и сейчас дарят, только вот купленные. Так одна из воспитанниц мастерской своему свекру повезла собранный ею войлочный ковер. А Ася Абдурзакова делится, какой ковер хотела бы видеть у себя дома. Мне вот тут белый большой нравится. А где вы нашли его применение? Да. Но я бы его, вот знаете, в комнату, где висят портреты моих учителей, моих родителей, моих детей, вот чисто в свою комнату. Работы Зейнаб Дзараховой за эти годы выставлялись на многих международных выставках. С самого начала ею двигалось желание возродить национальное искусство ингушей. И она приложила максимум усилий, чтобы донести его значимость и вызвать интерес у подрастающего поколения. И даже нашла занятия для маленьких девочек, которые приезжают в мастерскую с мамами. Пока другие раскрашивают диснеевских принцесс и разных сказочных героев, эти юные горянки с помощью эскизов постигают азы ковроделия. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.